Здравствуйте, это программа «Настоящее время. Неделя». Сегодня мы подготовили для вас обзор главных событий уходящего года. В студии Шахида Якуб. Начнем с важнейшего в России. Год открылся громким скандалом публикации Панамского архива. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В апреле группа международных журналистов представила доклад по результатам изучения 11,5 миллионов файлов. Основной тематикой опубликованных результатов стало придание огласке наличия скрытой собственности политиков по всему миру и связанных с этим конфликтов интересов. России посвящена значительная часть работы. В ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через Банк России и панамские офшорные компании отмыли более 2 миллиардов долларов, полученных сомнительными сделками. Главный раздел российской части документов посвящен уже фигурировавшим и в предыдущем расследовании близкому Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ралдугину и сети офшоров, связанных с Путиным. Это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Самым громким законом уходящего года, без сомнения, стал так называемый пакет Яровой. Объясняем на пальцах основные его позиции. Отныне операторы связи обязаны хранить все звонки и переписку россиян до полугода. Историю контактов в течение 3 лет. Закон обязывает коммуникационные компании расшифровывать для ФСБ любые электронные данные. Так власти могут получить доступ и к денежным операциям, и к личным сообщениям. В Совете по правам человека заявили, что закон противоречит Конституции. Кроме того, осуществить это пока невозможно. Технологию расшифровки нужно еще придумать. К тому же большинство мировых компаний на это не согласятся. Центр хранения ключей и шифрования может стать приманкой для любого хакера. Однако у власти появился способ заглядывать не только в электронную почту, но и в обычную. Скажем, бабушка решила отправить своему внуку посылку, на почте ее просканируют, вдруг она отправила вместо варежек носки. Экстремисткой бабушку не посчитают. А вот ее 14-летнего внука, который постит мемы о политике, вполне возможно. Согласно пакету Яровой, с 14 лет могут привлечь к уголовной ответственности по 32 статьям, вместо 22, как это было раньше. Теперь малолетние будут в ответе за разжигание ненависти в соцсетях, участие в массовых беспорядках, а также угон, например, самолета. Появилась новая статья о миссионерстве. Скажем, вы верите в макаронного монстра. Даже если вам удастся зарегистрировать макаронную организацию, то как только вы начнете проповедовать у себя в квартире или распространять религиозные тексты без официального разрешения, вам выпишут штраф до 50 тысяч рублей, а организации до 1 миллиона. И это лишь часть того, что содержит поправки Яровой. Более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта применяли допинг, сообщила в декабре независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Комиссия представила вторую часть доклада о допинге в российском спорте. Макларен заявил, что пробы 12 из 44 медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи были вскрыты. Комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов. В том числе в 2 случаях у членов женской команды по хоккею на льду в пробах были обнаружены мужские ДНК. Доклад Макларена затрагивал период с 2011 по 2015 годы, когда, по данным юриста, в России действовала масштабная система по сокрытию положительных допинг-проб, в том числе и на самом высоком уровне. Первая часть доклада Макларена была опубликована в июле 2016 года. Тогда были использованы показания уехавшего в США экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал обвинения сфальсифицированными, а президент Путин, цитата, «травлей наших спортсменов». После публикации доклада от Олимпиады в Рио были отстранены все российские легкоатлеты и спортсмены в других видах спорта, а также в полном составе паралимпийская команда. Упомянутые в докладе чиновники Минспорта ушли в отставку, а министра Виталия Мутко перевели на должность вице-премьера. 6 декабря Международный олимпийский комитет из-за продолжающегося расследования ВАДА продлил санкции против России и призвал Международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории страны и активно искать альтернативные места их проведения. Уже отменен чемпионат мира по бобслею, который должен был пройти в следующем году в Сочи. Под вопросом и участие российской команды в зимней Олимпиаде 2018. Еще одна важная тема уходящего года – санкции в отношении России и ответные. Их можно разделить на 3 вида. Экономический блок имеет точечную направленность против конкретных коммерческих структур в нефтяной, газовой, атомной отраслях, военной промышленности, а также против российского банковского капитала. Сегодня в черном списке 37 организаций. Персональные санкции.
введены против людей, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. На данный момент в списке Евросоюза 146 граждан России. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории блока заморожены. Действуют до 15 марта 2017 года. Меры в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, в частности туристических. Европейским морским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. Санкции действуют до лета 2017 года. Россия в ответ составила свой черный список лиц, которые, по ее мнению, прибегают к антироссийской риторике. Однако самым заметным ответом стал указ от августа 2014 года о запрете на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. За 2,5 года уничтожено более 8 тысяч тонн продуктов. С февраля 2015 года в России также действует список импортных медицинских изделий, которые госучреждениям нельзя закупать за рубежом при наличии хотя бы 2 отечественных аналогов. По оценке экспертов, в течение 2014-2017 годов потери российской экономики от санкций составят около 170 миллиардов долларов. Официально эта сумма значительно меньше – 23 миллиарда. В сентябре прошли выборы в Госдуму России. Партия «Единая Россия» получила конституционное большинство. 5% барьер преодолели также ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Новую Думу выбрали меньше 50% россиян. Надо сказать, что новая Дума мало отличается от старой. В ней по-прежнему не представлен никто из либерально-демократической оппозиции. А президент России Владимир Путин весь год занимался кадровыми перестановками. Он сместил с должностей 8 чиновников, 12 назначил или же повысил, создал Национальную гвардию, уволил 4 генералов и несколько полковников, сменил главу кремлевской администрации и нескольких губернаторов. Самым большим чиновником, лишившимся своего поста, стал Алексей Улюкаев. Бывшего министра экономического развития обвинили в получении взятки в $2 миллиона за положительную оценку сделки по приобретению Башнефти Роснефтью. Он находится под домашним арестом. В минувшем году Россия воевала, и прежде всего в Сирии. Официально Москва откликнулась на просьбу о помощи президента страны Башара Асада. Неофициально Россия пытается сохранить свои позиции на Ближнем Востоке и играть в большую геополитическую игру, прежде всего против США. Официальное начало операции 30 сентября 2015 года. Российский МИД заявлял, что российским войскам понадобится для выполнения поставленных задач всего несколько месяцев. Однако конца сирийской бойни не видно, что говорит о том, что в Москве явно недооценили противника. Весь 2016 год российская авиация уничтожала позиции антиасадовских повстанцев. Если в первые полгода можно говорить об успехах сирийских войск при поддержке российской авиации, то во второй половине года активность резко снизилась. Весной была взята древняя Пальмира, город освободили от группировки ИГИЛ и даже провели победный симфонический концерт на легендарных развалинах. Но уже в декабре игиловцы смогли отбить город, что ударило не только по стратегическому положению Асада и его союзников, но и по престижу российских войск. Основной камень преткновения – бывшая экономическая столица Сирии Алеппо. Лишь к концу года правительственным войскам удалось сломить сопротивление оппозиции и занять восточные кварталы города. Сам Алеппо уже давно превратился в руины. Он рапортует о гуманитарном кризисе. Число беженцев исчисляется сотнями тысяч человек. И даже несмотря на успех асадовской армии в Алеппо, по-прежнему до 70% территории Сирии контролируется повстанцами. Чтобы закрепить успех и не потерять с таким трудом отвоеванные позиции, Москва вынуждена наращивать свое присутствие в зоне конфликта. Что говорит лишь об одном – Россия все глубже вязнет в ближневосточном болоте. Российская военная операция в Сирии стала причиной смерти российского посла в Турции Андрея Карлова. Бывший полицейский Мевлют Мерт воспользовался служебным жетоном, чтобы проникнуть на выставку, где выступал Карлов. Российский посол скончался, убийца был застрелен полицейскими. Возвращение на родину Надежды Савченко стало для Украины одним из знаковых событий уходящего года. 25 мая, после 2 лет заключения в российской тюрьме, украинская летчица смогла вернуться в свою страну. Прямо из аэропорта бывшую пленницу доставили в резиденцию главы государства, где Петр Порошенко лично вручил ей орден Героя Украины. Украина встречала Надежду как героиню. Собственно, таковой она стала задолго до освобождения.
Разбирательство по делу украинской гражданки в российском суде правозащитники и адвокаты называли откровенно заказным, а приговор показательно жестким – 22 года тюрьмы. Еще находясь за решеткой в России, пленная летчица стала фигурой на политическом поле Украины, депутатом от партии «Батьковщина» по итогам выборов 2014 года. А уже после своего возвращения на родину Надежда Савченко с головой окунулась в политический процесс. При этом неоднократно оказывалась в скандальных ситуациях из-за своих провокационных заявлений и стиля поведения в целом. А совсем недавно нардеп Савченко вновь оказалась в центре всеобщего внимания. Ее несогласованный визит в Минск и переговоры с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР по обмену пленными в Украине восприняли неоднозначно. А СБУ возникло к ней немало вопросов. Малайзийский «Боинг», потерпевший крушение 2 года назад в Донбассе, был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Таков результат работы международной следственной группы. Этого доклада ждали больше года. Первыми его показали родственникам погибших в авиакатастрофе. Все 298 пассажиров, находившихся на борту лайнера, погибли. Мы много разной информации читали в СМИ за последние 26 месяцев. А теперь версия событий, в которую мы верили, подтвердилась. До сегодняшнего дня было множество спекуляций, а сейчас я воспринимаю все с облегчением. Международная следственная группа исключила все остальные версии катастрофы – техническую неисправность, террористическую атаку или атаку другого самолета. Экспертами были представлены материалы, показывающие передвижение «Бука», из которого был обстрелян «Боинг», а также записи телефонных переговоров боевиков, в которых упоминается «Бук». МИД России посчитал предвзятыми выводы международной следственной группы, правда, собственные комментарии и доказательства относительно сбитого лайнера были весьма противоречивыми. Международные следователи пока не предъявляют обвинений, расследование продлили до 2018 года. Весь этот год в Украине продолжалась янтарная война. В Ровенской области незаконные добытчики янтаря ведут борьбу с представителями органов правопорядка. Стрельба и бронетехника, этот мирный регион фактически стал зоной боевых действий. Конфликт обостряется с каждым днем. Полиция в борьбе со старателями применяет оружие. Старатели, нелегалы подпет бронетехнику. Спустя почти 2 года после того, как президент Украины Петр Порошенко дал силовикам 2 недели на то, чтобы прекратить нелегальный промысел, Киев ввел в 3 проблемные области войска Нацгвардии и полицейский спецназ. Безрезультатно. Уже в июле украинские силовики в Ровенской области провели спецоперацию «Янтарь». Ею руководил лично генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак. Операцию тогда назвали самой секретной, самой масштабной за всю историю украинских спецслужб. Задержаны высокопоставленные офицеры СБУ, полиции, чиновники из прокуратуры. Обыски прошли у глав сразу 3 районных администраций, которых вследствие президент уволил. Стычки на Янтарном фронте не прекратились. За год ранений и травмы в конфликте со старателями получили больше 50 спецназовцев. Одна из самых значимых для Украины встреч – саммит Нормандской четверки – Германии, Франции, Украины и России, который состоялся по инициативе Ангелы Меркель, завершился буднично и без сенсаций. Впрочем, особого прорыва по проблеме урегулирования в Донбассе от этой встречи никто из ее участников и не ожидал. Единственный существенный результат переговоров – создание так называемой дорожной карты по реализации Минских соглашений. Да и это решение политологи рассматривают как техническое и никак не влияющее на ситуацию. Неудивительно, что и заявления лидеров четверки тоже были крайне неконкретными по сути и очень обтекаемыми по форме. Блеск и нищета украинских чиновников. В марте Порошенко подписал закон об обязательном декларировании должностными лицами их доходов в электронном виде. Нормативный акт был принят по требованию Евросоюза. Это было одним из условий предоставления безвизового режима для граждан Украины. Опубликованные данные вызвали много вопросов у журналистов и у простых украинцев. Як можна 275 тисяч доларів заробити? Державні установи. Ви поділилися з нами секретом успіху. Обработкой данных занимается Национальное агентство по предотвращению коррупции. Но даже при поверхностном осмотре декларации в глаза бросаются миллионы наличных средств, о которых чиновники были вынуждены отчитываться впервые. При этом украинские чиновники предпочитают твердую валюту – доллары, евро и фунты, а совсем не гривны. И речь идет о сотнях миллионов.
Тем временем в начале декабря европейские институты согласовали механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территорий беженцев в страны Евросоюза. Именно отсутствием такого механизма в ЕС объясняли задержку с отменой виз для граждан Украины и Грузии. Теперь он должен быть официально одобрен Европарламентом, а затем единогласно утвержден Советом ЕС. Киев и Тбилиси рассчитывали, что институты ЕС успеют сделать это до Нового года. Однако, как заявил на днях посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли, безвизовый режим начнет работать через несколько месяцев. Еще одна история этого года для Украины – это, безусловно, отставка Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Роман харизматического грузина с одесситами длился около 1,5 лет и закончился полной размолвкой. 7 ноября Михаил Саакашвили собирает экстренную пресс-конференцию, которую транслирует онлайн в своем фейсбуке. Перед телекамерами он обвиняет президента Украины Петра Порошенко в личной поддержке коррупционеров. Саакашвили полагает, что проблема Одессы и Украины в целом закончится только тогда, когда центральная власть полностью будет очищена от коррупции. Одесская область должна была стать неким экспериментальным плацдармом для внедрения реформ по всей Украине. И именно на Саакашвили возлагались основные надежды. Однако никаких серьезных результатов за 1,5 года правления он так и не смог добиться. После своей отставки Михаил Саакашвили намерен возглавить новую партию «Хвиля», «Волна», попутно резко критикует действующую украинскую власть, а разочарованный народ его самого. Ну давайте негра поставим, и пускай правит Одессой, мэром будет Одессы наш. Это нормально. Главным событием года в Узбекистане стала смерть первого президента Ислама Каримова. Он правил страной более 25 лет. Его преемником стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиёев, который победил на президентских выборах в декабре. Он уже ввел ряд новшеств, в частности, урегулировал процедуру выхода из узбекского гражданства, отменил въездные визы для туристов из ряда стран, активизировал деятельность в социальных сетях и на официальном сайте президента. Однако ключевые ограничения для граждан Узбекистана по-прежнему действуют. Это прежде всего выездные визы, которые действуют кроме Узбекистана лишь в Северной Корее. Кроме того, продолжается давление на свободу слова и преследование оппозиции, а большинство политических заключенных остаются в тюрьмах. В начале года в Казахстане были приняты поправки в земельный кодекс. Среди прочего, они разрешали передавать землю в аренду на срок до 25 лет, в том числе иностранцам. Эти поправки вызвали массовые акции протеста. Летом Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что протесты против земельной реформы финансировал бизнесмен Тохтар Тулешов. 7 ноября его приговорили к 21 году тюрьмы по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Грузия. В ноябре этого года здесь прошли масштабные учения НАТО. В маневрах приняли участие более 250 военнослужащих из 11 государств. На сей раз учебным боем руководили не только натовские инструкторы, но и офицеры грузинского генштаба. Цель командно-штабных учений – развитие профессиональных знаний грузинских военных чинов и улучшение взаимодействия со странами-членами и партнерами НАТО. Учения вызвали резкую реакцию в Москве, Цхинвале и Сухуми. В МИДе России заявили, что маневры подрывают стабильность в регионе, а в Абхазии сочли происходящее в Грузии прямой угрозой собственной безопасности. В Тбилиси, наоборот, заверили мировое сообщество, что учения не направлены против какого-то конкретного государства, а направлены на укрепление мира на Кавказе. В Грузии также прошли парламентские выборы, которые считались самыми непредсказуемыми из-за количества партий и движений, принимавших в них участие. Однако все завершилось тем, что победила правящая грузинская мечта, набрав более 60% голосов. Главным событием года в Молдове стали выборы президента страны. Впервые с 1996 года главу государства избирает народ, а не парламентское большинство. На президентское кресло претендовали 9 кандидатов. Основная борьба развернулась между пророссийским кандидатом Игорем Додоном и сторонницей интеграции с Западом Майей Санду. Во втором туре Додон одержал победу. После выборов в Кишиневе вспыхнули протесты. Демонстранты выразили несогласие с итогами голосования и, как следствие, изменением политического курса с запада на восток. Еще во время предвыборной гонки в эфире одного из телеканалов теперь уже президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Крым однозначно российская территория. Додон также является сторонником федерализации страны и предоставления особого статуса Приднестровью. Страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония – восточная граница Европейского Союза. За минувший год в этом традиционно спокойном регионе страсти буквально бурлили. В феврале в Латвии сформировали новое правительство под руководством премьера Мариса Кучинскиса.
Предыдущий кабинет министров ушел в отставку из-за острой необходимости проведения серьезных реформ в налоговой сфере, здравоохранения и образования. Видимо, задачи оказались непосильными, так что латвийскому Сейму пришлось выбрать нового премьера. Намного драматичнее выборы проходили в соседней Литве. Там победу одержали новички, блок «Зеленых» и «Крестьян». Новый литовский Сейм решил сразу удивить избирателей. На повестку дня вынесен вопрос о сокращении количества депутатов парламента, то есть самих себя. Национальными задачами объявлено возвращение трудовых мигрантов из Западной Европы, а также борьба с алкоголизмом. Уже в ближайшее время государство может монополизировать торговлю алкоголем. И все это на фоне тревожных информационных кампаний в прессе. Как распознать иностранного шпиона и что делать простому литовцу в случае российской агрессии. Правительство рухнуло и в Эстонии. Лидер центристской оппозиционной партии Эдгар Сависаар, обвиняемый в коррупции и связи с Кремлем, проиграл внутрипартийные выборы впервые с 1991 года. Отставка Сависаара сделала возможным вступление центристов в коалицию. Правда, для этого пришлось скинуть теперь уже бывшего премьер-министра. Но главная новость для стран Балтии в уходящем году – это решение о размещении войск НАТО в Литве, Латвии и Эстонии. Не по принципу ротации, а на постоянной основе. В Латвии – канадских, в Литве – немецких, в Эстонии – британских. Тем самым руководство Альянса на деле показывает, что возможное нападение на Балтию – это агрессия в отношении НАТО. Знаменитый 5-й параграф договора в действии. Самым громким событием Азербайджана стало освобождение Хадиджи Измайловой. Известная азербайджанская журналистка, сотрудник «Радио Свободы», вышла из тюрьмы после 1,5 лет заключения. Приговор 7,5 лет заменили на условный срок в 3,5 года. Измайлова получила международную известность после своих расследований коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, включая президентскую семью Алиевых. По подсчетам правозащитников, в тюрьмах Азербайджана находится более 100 политзаключенных. И еще в Азербайджане в этом году изменили Конституцию. Поправки были вынесены на референдуме, предложенном президентом Ильхамом Алиевым. Большинством голосов избирателей были приняты поправки к 29 статьям Конституции. В частности, продлен был срок президентских полномочий с 5 лет до 7 лет. Из Конституции было исключено положение о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет и введены дополнительные должности вице-президента. Вице-президента будет назначать президент без утверждения парламента. По мнению оппозиции, эти поправки направлены на укрепление авторитарного режима Ильхама Алиева. 2 апреля противостояние Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, переросло в горячую фазу. 4 дня продолжались военные действия. Речь идет не о вялых перестрелках. Обе стороны использовали тяжелую артиллерию и авиацию. Азербайджанская армия заняла несколько стратегических важных высот на территории непризнанной республики, однако закрепиться там так и не смогла. Еще 3 дня бои продолжались с переменным успехом. Соглашение о прекращении огня подписали 5 апреля в Москве. Потери обеих сторон составили не менее 40 убитых и несколько сотен раненых солдат. Обе армии лишились танков, вертолетов и прочей военной техники. 2 недели группа вооруженных людей удерживала на территории полка ППС в Ереване полицейских. Они требовали отставки президента и освобождения оппозиционного политика Жерара Сефиляна, а также всех, кого они считают политзаключенными. Группа назвала себя «Саснацрер», в переводе с армянского «неистовый из области Сасун», по имени одного из отрядов, воевавших в Карабахской войне. В течение 2 недель, пока продолжалось противостояние, были убиты 2 полицейских, десятки человек ранены, более сотни задержаны или арестованы. По городу прокатилась волна митингов. Люди выражали поддержку находящимся в осаде, лидерами которых, как выяснилось, являлись ветераны Карабахской войны начала 90-х Павлик Манукян и политический активист Варужан Аветисян. Вечером 31 июля 20 человек сдались властям. Все они незамедлительно были задержаны. Многие в Армении считают, что в тюрьму они отправились окруженные ореолом героев, самоотверженно вставших на защиту народа. Это были главные события 2016 года. Команда «Настоящее время недели» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Пусть в нем будет поменьше плохих новостей, а мы с удовольствием продолжим еженедельно рассказывать вам о самом важном. Я Шахида Якуб. Всего доброго.